конкурсе участвовали практически все регионы России, мы отобрали 10, и только 10 регионов России сейчас в этой программе участвуют. С Северного Кавказа одна республика Ингушетия. Почему у нас и возникла идея, что здесь сделать такой центр, который бы обучал учителей и говорил, что вот отсюда мы идем. Но пока тем более... Пока только в Пскове он создан, Да, в Пскове для северо-запада России, да, да. а здесь, собственно, для юга России будет такой центр. И тем более это важно, потому что министр образования России говорит о том, что шахматы она планирует сделать обязательным для всех. А здесь уже проект идет, поэтому есть чем гордиться. Ну и вот действительно, то, что мы сегодня вручили, это и премии лучшим учителям денежные, и компьютерные классы в те школы, в которые лучше всего организовали обучение. И поездка, первое место Франция, вторая в Сочи. Я думаю, что дети вернутся, будут рассказывать, что это очень такое интересное мероприятие. Вот. А вторая тема, которой мы занимаемся, это детский хоккей. Этой темой фонд уже больше 5 лет занимается. Мы и турниры проводим, и с экипировкой помогаем, поэтому также познакомился где-то, наверное, полгода назад с руководителем Ледового дворца из СОЭ. Вот, его ребята в Москве прошли уже курсы обучения, и мы сейчас с ними планируем. Вот первый шаг – это сегодня вечером. Я пока им только сертификат вручу, потому что это тяжелая форма, и она на днях придет. Там груз порядка 270-300 килограмм будет. Это 17 человек полностью будут одеты в хорошую новую экипировку, можно будет там и участвовать в соревнованиях и так далее. Огромную благодарность за вот такую помощь, поддержку. И скажу, что активно республика включилась в эту форму поддержки. Таким регионам, как дотационный, как Ингушетия, это очень выгодно и важно, тем более, когда, казалось бы, детишки, которые там в Троицком учатся, попадут. Они французский язык учат, хоть нет? Пусть готовятся. Поэтому это как раз показывает, что есть фонды, которые, не загружая бюджет страны, создают свои такие благотворительные фонды, и благодаря этим фондам потом, уверен, будут расти наши чемпионы. Потому что такие, как Эрнест Энеркель и другие. Поэтому вам спасибо, руководству фонда, от меня большой привет и огромная благодарность от меня, от жителей республики, особенно от родителей и детишек, которые этим делом занимаются. Ну, особо, конечно, Эрнест, тебе за то, что ты находишь время, приезжаешь и как уже вспомни, наверное, свое детство, как ребенок окунулся в это дело и каким-то образом продвигаешь это дело. Спасибо. Марк Андреевич.